Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете о взаимоотношениях Крымского ханства с соседствующими славянскими народами, а также о том, что говорится об этом в источниках XVIII века. Вы также узнаете об историческом и антропогенном обмене между населением Крыма и соседними народами. Сейчас я хочу задеть, на мой взгляд, чрезвычайно интересный вопрос, до сих пор не нашедший, скажем, детального исследования и отображения в, собственно говоря, научной литературе о взаимоотношениях Крыма с славянскими народами, несколько условно с русскими, украинцами, потому что, как правило, эти взаимоотношения, они больше описываются в политических терминах, чем в культурных и даже исторических. Очень много всякого сказано по поводу Тимуро-Тараканского княжества, о чем я уже очень подробно рассказывал. Там, по сути говоря, в Тимуро-Тараканском княжестве славян, может быть, какие-то заезжие там купцы или пленники могли быть, но, конечно, Тимуро-Тараканское княжество – это никоим образом не славянское по составу населения княжества, а русские династии – это еще та эпоха русов, когда они еще, по сути, были варягами. И Тимуро-Тараканское княжество, которое просуществовало совершенно зафиксировано меньше 100 лет, так что последний русский князь, возглавивший его, согласился на должность румейского византийского наместника и снова стал провинцией Византии, совершенно четко видна. И захват русскими князьями Тимуро-Таракани, так называемый, или Тамани, он, в общем-то, очень похож на прежние походы викингов по всей Европе, в том числе и продвижение Рюриковичей по Днепру, когда первая династия там совершенно варяжская устанавливается, когда перестает хватать земель, они начинают плыть дальше, и каким-то образом, им подвернулось так, что на какой-то новой территории устанавливают свое княжество. Точно так же викинги делали в Сицилии, например, или там норманы в Великобритании. Это примерно та же эпоха, когда о русских в славянском понимании еще немножко преждевременно говорить. Русские – это подданные русских князей. А уже позже, когда русские сложились как новый этнос, и украинцы, об украинцах в ту эпоху еще невозможно говорить, а уже опять-таки в эпоху, когда стала складываться, собственно говоря, украинская нация, это где-то там, примерно 16-17 века, все, что связано с казачеством и так далее. Здесь есть очень интересные документы, которые не охватывают, конечно, всей сложности этих взаимоотношений, но дают некоторые очень характерные штрихи, которые, я думаю, могут помочь понять, собственно говоря, каковы были эти реальные отношения. В внешней истории, именно в связи с депортацией крымских татар, пропагандистской необходимостью представить крымских татар и другие народы Крыма в качестве каких-то там извергов, вечных врагов, грабителей, насильников и так далее. Так оно прошло и по школьным учебникам, и по официальным статьям и так далее. Однако я не могу сейчас, просто потому что там слишком много чего надо читать и изучать, я тоже к этому не готов, но с документами, скажем, с которыми я вас сейчас познакомлю, зная их, поневоле напрашиваются совершенно другие выводы. В частности, я приведу такой фрагмент из книги, которая называется «Летопись событий в юго-западной России в XVII веке». Составил его Самоил Величко, бывший канцелярист канцелярии войска Запорожского в 1720 году. Издана она на украинском языке Временной комиссией для разбора древних актов в Киеве в 1851 году, том 2. То есть, как вы видите, источник абсолютно никак не связанный сам по себе ни с Крымом, ни с крымскими татарами. Он издан в царской России, он издан на украинском языке, он переиздание, собственно говоря, документа, который составлен в начале XVIII века, когда Крымское ханство было еще независимым государством, периодически воевало с Россией, периодически крымские татары совершали на
беги на земле, которая сейчас называется Украиной. Вот. Ну и любопытно, как же это все отражается. В частности, там приводится ответ атамана Сирко гетману Самойловичу в 1675 году. То есть, это за 45 лет до того, как вот эта вот летопись создана. Причем надо понимать, что Сирко – это очень известный украинский атаман. Причем мало того, что он известный, он в значительной степени известен своим удачным походом на Крым в 1675 году. И, в исторической литературе, в популярной литературе, что в российской, что в украинской, он часто объявляется таким вот, символом, так сказать, борьбы с татаро-турецкой агрессией и патриотом Украины, казаков и так далее, и так далее. И вот давайте посмотрим, что пишется о его походе, и потом в продолжение этого о его переписке с гетманом Самойловичем. Очень интересно. Итак, цитирую. Там было на украинском языке, я перевел на русский настолько, насколько я сам понимаю украинский. После удачного похода, после того, как он нанес несколько поражений в Крыму, дошел до рабовладельческого или рынка рабов в Кефе, Феодосии, освободил значительную часть рабов, что всячески превозносится в украинских источниках и в российских. Происходит вот что. Он велел всех басурман, то есть мусульман, крымских татар, захваченных в плен, связать. А к христианам, которых было мужеского и женского пола 7 тысяч, испытывая, сам Сирко сказал такие слова. «Кто хочет, идите с нами на Русь, а кто не хочет, возвращайтесь в Крым». Когда христиане и тумы, тум – это старое слово, которое означает людей, родившихся в Крыму уже. Еще раз. Когда христиане и тумы 688 из христиан, которые родились в Крыму, услышали это, то некоторые из них, а именно 3000, изволили лучше вернуться в Крым, чем шагать в христианскую землю. А вторая часть, 4000, захотели на Украине свою землю. Их всех Сирко велел покормить, одних оставил при себе, а других отпустил в Крым. А отпуская, спросил, чего бы-то они спешили в Крым? Они ответили, что имеют уже в Крыму свои семейства и хозяйства, и поэтому лучше там хотят жить, чем в России, ничего своего не имея. Как это вам насчет набегов за рабами и насчет подавления христиан, украинцев и всех остальных, запугивания, репрессий, продажи в рабство? Еще раз, 3000 решили вернуться в Крым, 4000 пойти в Россию, в Украину. Разница-то небольшая. 40% захотели вернуться, и обосновывая тем, что у них есть в Крыму свои семейства и хозяйства. И поэтому там хотят жить. Это как это в рабстве находиться таким образом? Это было уже на территории за пределами Крыма, когда над ними уже никакая угроза не висела, они оторвались от погони и так далее. Обратите внимание, что в России, в Украине и на польских территориях тогда существовало крепостное право, а христиане, славяне, украинцы, русские, освобожденные в Крыму, имели свои хозяйства и свои семейства. Далее. Сирко, отпустив тех людей в Крым, еще не верил до конца, чтобы они окончательно ушли в Крым, а надеялся, что вернутся в Россию. Он вышел на могилу, что там была, судя по всему, курган, и смотрел на них, пока стало их не видно. С кургана это, знаете, километров 10. А когда увидел, что они непременно направляются в Крым, то есть, что это не игра, это не притворство, сразу велел 1000 молодых казаков сесть на лошади и, догнав, всех они без малейшего милосердия выбить и вырубить полностью, собираясь и самому поехать вслед за ними и присмотреть, случилось ли по его приказу. Те казаки, получив между тем такое распоряжение от Сирка, догнали тех упомянутых людей и сделали согласно тому распоряжению так, что ни одной живой души не оставили в живых. Через небольшое время и сам Сирко, сев на коня, вскочил туда, где выполняли его приказ, а приехав туда и увидев, что его воля выполнена,
поблагодарил казакам, трудившихся в том, то есть в убийстве своих соотечественников христиан, решивших вернуться в Крым, и произнес у мертвых трупов такие слова: «Простите нас, братья, а сами спите тут до страшного Господня суда, чем должны были бы размножаться в Крыму между басурманами на наши христианские молодецкие головы, а на свою исконную без крещения погибель». Ну-ка, давайте-ка... Понятно, что в те времена такие слова, термины никто не употреблял, но вспомним популярные сейчас термины там: нетерпимость религиозная, расовая, свобода передвижения, свобода выбора места жительства. Так обратите внимание, от него-то ушли христиане, их никто насильственно в ислам не обращал. Они христианами были в Крыму, они христианами туда возвращались. Но, ища себе извинения, поскольку я так полагаю, что Сирко был искренне религиозный человек, как и многие тогда, он говорил, что вот исконное без крещения погибель. А кто сказал, что без крещения? Христиане жили и до этого в Крыму, и после этого, и принимали крещение, и все остальное. Вот что такое судьба пленников христиан, или, может быть, добровольно приехавших в Крым христиан. Ну, больше всего, наверное, по тем временам трудно говорить на украинцев и русских в Крыму. И продолжает Лылычко. Затем войска разъехались в реки и ветки, а христианский полон, освобожден из Крыма, отпущен из Сечи, вместе с новопокрещенными басурманами. То есть, кто-то из мусульман согласился на крещение, поэтому его освободили. Которых мужского и женского пола было 1500 в Малой России. То есть, только во время этого похода 1500 мусульман, и мужчин, и женщин, обратите внимание, было 1500. А такой поход был не единственный, и такой, не совсем точно, но понятно, обмен пленными и обмен населением тоже был, я думаю, за эти столетия не единственный. Далее продолжает Величко. Все татары, вздрогнув на то Сирка слово, сразу начали с Сирко и атаманами торговаться и предлагать надлежащий за себя каждый по своей возможности откуп. Так все от мала до велика определили за себя откуп, написали по-татарски реестр своих имен и определенный откуп, и упросили Сирка отпустить 3 татар, из которых послали тот реестр к хану, с горячей просьбой, чтобы быстро собрать определенный откуп и прислать в Сечь. Что я скажу? Во-первых, это практика, которая существовала по всей Европе, а во-вторых, это не сильно отличается от продажи людей в рабство не только татарами, но и всеми, кто участвовал в таких походах. И, кстати говоря, те, которые не были выкуплены, они были такие и увезены в Россию, проданы на арабских рынках. С одной стороны, это очень интересная иллюстрация к тому, что понятно, не по своей воле, не так хорошо, как сейчас люди там переезжают, выбирают страну пребывания. Тем не менее, я думаю, что это один эпизод, на самом деле, эти походы взаимные происходили тогда достаточно часто, и полагаю, что многие из них сопровождались таким, что пленные попадали на эту сторону или на ту сторону. Потом, кто крестился, а в Крыму даже этого не требовалось, принимать ислам, оставались. Поэтому и в крови ближайших к Крыму, крымским татарам, к крымскому ханству славян тоже была уже и крымстатарская, и не только крымстатарская, мусульманская кровь из Крыма. Но что интересно, тоже в 1675 году, буквально когда Сирко одержал такую убедительную, блестящую победу, он пишет гетману Самойловичу в связи с требованием от гетмана напасть на крымских татар, пользуясь тем, что в это время произошла засуха, недород и голод в Крыму и на ближайших окрестностях, поэтому крымские татары очень уязвимы для второго успешного похода. Так вот цитата из письма Сирко гетману. «Когда и черт, пан гетман, помогал людям в крайней их нужде, то пренебрегать-то не годится. Так когда мы с татарами живем по-соседски и помогаем друг другу, то это для разумного и неудивительно». Он, обосновывает таким образом, отказался предпринимать поход после того успешного похода на крымских татар, которые оказались в нужде, в слабости, поскольку он их, в принципе, это рассматривал как соседский народ, с которыми время от времени они даже друг другу помогают. Но я не думаю, что только украинцы или казаки помогали крымским татарам. Тут как раз речь идет о том, что друг другу помогают. Другой интересный документ. Договоры и постановления прав и свобод войсковых между ясновельможным его милости паном Пилипом Орликом, новообранным гетманом
войска Запорожского между генеральными особыми, полковниками и тем же войском Запорожским с полной сгодой или согласием с обеих сторон. Утверждены при свободном собрании формальную присягу от того же ясновельможного гетмана. Подтверждены 5 апреля 1710 года от Рождества Христова. Это опять-таки так называемая Конституция Пилипа Орлика. Она была написана на двух языках, я не знаю, как филологически точно, на тогдашнем украинском, начала XVIII века, и на латыни. Так вот, очень интересная преамбула у этой Конституции. «Удивительный и непостижимый в судьбах своих Бог, милосердный в долготерпении, справедливый в наказании, как всегда от начала мира, на праведном мериле правосудия своего. Одни государственные народы возвышает, а другие за грехи и беззакония смиряет. Одни порабощает, другие освобождает, одни повышает, другие понижает». А теперь внимание. Так и древний храбрый казацкий народ раньше назывался хазарским. Сначала был возведен славой бессмертной широкими владениями и рыцарскими отвагой, которыми наводил страх не только на окружающие народы, но и на само государство восточное. Так восточный властелин, стремясь жить вечно в мире с ним, женил своего сына на дочери князя хазарского. Современные украинские комментаторы говорят о том, что, дескать, какая-то басня, легенда, фэнтези. Что, мол, там какие-то там средневековые казаки там себе что-то приукрашивали. Знаете, что я вам скажу? Почитайте любую конституцию любого современного государства и посмотрите, сколько там в этих конституциях, особенно в преамбулах, правды, а сколько фэнтези. А теперь, если говорить о Пилипе Орлике, это человек, который получил образование в Западной Европе. Он говорил на нескольких языках, и в частности, Конституция была написана на латыни. Конечно, для запорожского войска она была прочитана и записана на тогдашнем украинском языке. Если я не точен лингвистически, прошу меня извинить, я не специалист. Но кто же сказал, что в казацкой среде и в среде образованных украинцев того времени настолько не знали свою историю? Сколько всякого рода исторических источников было утеряно по российской и украинской истории после этого времени, в том же самом XVIII, XIX и XX веках, которые были тогда доступны и открыты как раз грамотным украинцам. И не только украинцам, конечно. И кто же имеет какую-либо аргументацию, кроме того, что он в это просто не верит, что между концом хазарского каганата, который, кстати говоря, связан в том числе и с разгромом новой династии на Киевском престоле Рюриковичей, а Киев город основанный отнюдь не Рюриковичами, он основан до них и теряется во мраке веков. Там есть легенда о Лыбеде, там Щеке Хореве и так далее. Но, однако же, сами эти имена тоже, они такие непростые имена. И по своему местоположению, да и по названию Киев, то есть зять, практически на любом тюркском языке, есть там, где это произносится не как Киев, а Киев, а в некоторых языках Дамат – это слово, но в большинстве тюркских языков Киев – зять. Вспомня о тех династических союзах, которые были между славянами и тюрками, в последующие времена это и с печенегами, и с половцами, и с татарами, и с крымскими татарами, кстати говоря. И само местоположение Киева, который расположен на правом берегу, и очень напоминает такой, знаете, торгово-военный форпост, потому что левобережье Днепра – это все-таки Великая степь. Это кочевники, там, начиная со скифов и так далее, а правобережье – это оседлое население. В ближайшие времена до того это готы, потом славяне. Почему Киев не на левом берегу? А потому что Киев на правом берегу Днепра, на высоком, это гарантия спокойной переправы. Если нужно переправиться через Днепр, спокойно, не подвергшись нападению, и спокойно высадиться, опять-таки не подвергшись нападению, перевести товары, остановиться где-то, то, разумеется, нужен такой укрепленный форпост так, чтобы можно было в него переплыть, не боясь, что тебя на берегу встретят с оружием в руках или просто там не дадут высадиться. Поэтому очень логичное место для поселения. Я еще так скажу, это, конечно, скажем так, гипотеза на ходу. Но западнее Киева, там в нескольких километрах западнее, есть село, которое до сих пор называется Копылово. Так сказать, по местным интерпретациям это там Копны Сена и так далее. Я вам скажу, что КПЛ
это привратник. Именно так называлась стража, стоявшая в Перекопской крепости в Оре. А вообще это капы, это ворота, капы – это привратник. Привратная стража. И опять-таки его размещение на расстоянии примерно одного перехода там, чуть меньше несколько часов на конях к Киеву на запад как раз очень хорошо показывает, что это как бы уже перед Киевской крепостью стоит такой дальний пикет постоянный, который наблюдает за округой и смотрит, чтобы Киеву именно с запада не было неожиданного нападения. Капывы. Конечно, позднее, когда это уже заселилось все славянами, и вся эта территория славянилась не только по правобережью, но и по левобережью, понятно, что подлинный смысл этого, возможно, был утрачен. И, кстати говоря, в нескольких статьях документа, которые мы разбираем, есть интересные утверждения. Поскольку нам всегда необходима соседская дружба с Крымским государством, к чьей помощи войску Запорожскому для обороны своей не раз прибегало, то насколько на это время это возможно будет, светлейший гетман через послов своих к августейшему его милости хану Крымскому должен заботиться о возобновлении давнего с Крымским государством братства и единения военного и подтверждения вечной дружбы, глядя на которую соседние государства не решились бы стремиться поработить Украину или когда-либо совершать над ней насилие. После окончания войны, когда Бог поможет, при желании и ожидаемом нами мире, новоизбранный гетман, осев в своей резиденции, должен неукоснительно следить, обязав к этому и правительство свое, чтобы ни с чем с государством крымским дружбы и побратимства не нарушились через наших произвольных и легкомысленных людей, которые привыкли не только соседские согласия и дружбу, но и союзы мирные разрушать. Таким образом происходил долговременный языково-культурный антропогенетический обмен между населением Крымского ханства и прилегающих районов нынешней Украины. Отсюда значительное сходство в некоторых элементах культуры, языка, антропологии между крымскими татарами и частью украинцев или русских. По этому поводу я хочу добавить, что, разумеется, те фрагменты, которые я привел, они не являются полным описанием всех взаимоотношений, начиная с древних времен, между нашими предками крымских татар и других коренных народов Крыма и славянским миром, в том числе близлежащим, в том числе, скажем, Речью Посполитой, или какими-то русскими поселениями, казаками, включая донских. Но я думаю, они достаточно характерны. И что важно, эти источники, они имеют не крымское происхождение. Они написаны людьми, никак не зависящим ни от Крымского ханства, ни от крымских татар, ни этнически, ни культурно, ни политически. И я думаю, что это вообще область для каких-то существенных, серьезных исследований. И совершенно видно даже из них, что исторические взаимоотношения как между предками крымских татар, так и крымскими татарами и уже современными народами славянскими, они вовсе не сводились к исключительной вражде, ограблениям, войнам и так далее. В связи с этим могу сказать и о самом Пилипе Орлике, что его должность, которая обозначается как писарь, но писарь в войске Запорожском – это фактически, не совсем точно, это министр иностранных дел, это не просто секретарь, записывающий письма какие-то. Глава Госдепартамента, так сказать. Жизнь он свою закончил в эмиграции во французском королевстве, и известный под Парижем аэропорт Орли расположен на месте владения поместья, которое ему выделил французский король, когда он жил уже во Франции, и там же он и умер, и похоронен. Поэтому думать, что это документ, составленный человеком, который мало чего знал, понимал какой-то местный, так сказать, местный инициативник, это совсем не так. И причем нужно еще обратить внимание, что в тексте, и я еще не все процитировал, в тексте этих документов есть специальные акценты на таких словах, как «всегда», «дружба», «побратимство», «вечная дружба» и совместная деятельность. И более того, какие-то специальные меры, которые должно правительство принимать против тех, кто, возможно, провоцирует на столкновение, нарушение стороны легкомысленных людей, которые могут разрушить и согласие и дружбу, и союзы мирные, это совсем, конечно, не случайно. Поэтому тут есть над чем подумать.
и есть чем заниматься историкам. В следующем эпизоде лекций о народах Крыма вы узнаете, почему Крымское ханство, некогда сильное государство, пришло в упадок. Вы также узнаете о том, как чума и войны ослабили его, почему исчезновение Великого Шелкового пути подорвало экономику и какие внутренние порядки помешали ему противостоять мощным централизованным империям.